Война жильцов с управляющими компаниями продолжается. Напомним, неделю назад мы рассказывали о том, что жители домов по улице Полины Осипенко до сих пор ждут ремонта, который должен был завершиться еще 9 сентября. Подробности далее. Проблемные дома по улице Полины Осипенко 8/4 и 8/5 все еще находятся в состоянии ремонта. Но справедливости ради отметим, что процесс пошел. Управляющая компания «Аврора» сделала часть обещанного ремонта в доме 8/4. Они утеплили заваленку дома, впереди замена канализации. Для того случая, когда мы с вами встречались в первый раз, соответственно, сразу нашлась бригада, все сделали. Так таковых сильно претензий у меня к ней нету, но мы с ней еще заключили договор по поводу замены канализации. То есть я ее попросила немножко подождать, потому что пока с финансами напряжение, да. И в дальнейшем мы планируем с ней доделать остатки ремонта. То есть осталась только внутренняя работа в туалете, в ванной. Однако ремонт в доме 8/5 не начался. Жильцы продолжают мерзнуть в своих квартирах. За прошедшую неделю, то есть как Глебов, обещал прийти, все сделать. Никто не приходил, никто ничего не делал. Крыльцо еле стоит у нас. Дома по-прежнему также холодно, то есть ничего вообще не изменилось. Как объяснил директор управляющей компании «Промышленный» Алексей Глебов, дома ремонтируют в порядке очереди. И как раз сейчас ищут бригаду, которая будет демонтировать сломанное крыльцо и утеплять основание дома. 8/4 я планировал на завтра поставить. Мне еще бригаду надо найти, потому что там крыльцо смысла нет ремонтировать. Там надо новое сносить и новое ставить. А как вы думаете, в какие сроки вы уложитесь все-таки сделать? За неделю мне надо приобрести, во-первых, материалы оплачиваются по счету. Со съемочной группой мы приехали на следующий день, но работы так и не проводились. К нам подошли жильцы соседнего дома 8/6. Они также жаловались, что их дом находится также в аварийном состоянии, но никто не хочет его ремонтировать. Терпение жильцов домов по улице Полины Осипенко на пределе. Они готовят иски в суд, если ситуация не изменится в ближайшие 2 недели. Мы продолжаем следить за ситуацией. Марина Захарова, Олеся Ларчук, Андрей Секретов. Новости столицы.